Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня собрались поехать на Ленские столбы. Собрались мы спонтанно. Наступили первые весенние деньки, март месяц, весна, тепло. И мы решили поехать на природу. И локация была выбрана именно Ленские столбы. Хотим проехать по трассе. Дорога примерно занимает там 200 километров. Поедем, отдохнем, посмотрим на памятник, на национальный парк, на памятник ЮНЕСКО. Я думаю, что будет все круто. Поехали. Ну что, поедем мы сегодня на маленьком джипике. С нами сегодня Саня, наш друг, товарищ. Мы уже с ним ездили. Куда мы там? В Эмикон, да, вместе ездили? Да, куда только не ездили. Вот решили спонтанно созвониться. Саня еще у нас инструктор-проводник. По дороге нам еще расскажет, как там обстоят дела на Ленских столбах. Ну и, естественно, с нами сегодня красавица Аина. Аинчик наша тоже подруга. Тоже лебедянку. Ну, всю жизнь с детства вместе, да? Так, ну что, поехали? Сань, слушай, ты же сам являешься инструктором-проводником. Да. Ну и а вообще на Ленские столбы ты возишь людей? Или ты вообще где вот? Да, вот наша компания возит людей туда. Есть несколько, у нас много туров, связанных со столбами. Ага. Есть и водные туры, которые, в основном, конечно, по реке Синей, но Ленские столбы тоже включаются. Но и однодневные, и двухдневные туры. Не, ну понятно, то есть ты по крайней мере, разбираешься, вот куда мы едем, зачем мы едем. Мы-то как бы вот спонтанно просто взяли, сели, ты разбираешься, значит, ты нам будешь подсказывать, помогать, где там, что там сможешь, да? Да, конечно. Все достопримечательности, которые попадутся нам по пути, постараюсь, не постараюсь, буду объяснять. Вот. Там смотри, вообще вот мы вот с Аиной, да, как бы, и с Ромой, с нашим оператором, вообще подумывали о том, чтобы там съездить куда-нибудь на природу, потому что вот первые весенние деньки же наступили. Первые весенние теплые. Да, и я вот взял с собой рыбку, грубо говоря, хотел вообще выехать за город, там, на решеточке, пожарить, на углях, пожарить рыбку. И тут что-то, мысль, а что бы уже потеплело, можно, в принципе, и на Ленские столбы съездить, поэтому вот как бы... Да, хорошая идея, конечно. Туда едем, лучше, чем просто на как это называется? Лучше, чем просто на природу выехать. И сейчас там начинается масса мероприятий, связанных с нашими играми, Дети Азии, приедут гости, еще выставка ледовых скульптур. Круто, может там тоже чуть-чуть посмотрим. Но при этом дорога, там же по Зимнику, да, как-то пойдет? Да, после села Улаханан мы свернем налево на реку и будем по автозимнику уже ехать. Прямо через... Я просто прямо к столбам. В этом году первый раз туда еду, я как бы дорогу... Я знаю, я уже несколько раз был. В зимний сезон уже. Это, если так посчитать, это, наверное, мой 5-й раз, наверное, уже. Круто. 5 раз уже ездим. Ничего себе. Счастливый человек, да? Ленские столбы — это же ворота, да? Как ты сам говорил, это место силы. Национальный парк, Ленские столбы, памятник ЮНЕСКО. И вообще каждый приезжающий хочет попасть именно в первую очередь на Ленские столбы, да? Гости республики. Да. Аинчик, а ты же первый раз тоже, да, зимой? Да, это мое одно из самых желаний, которые я загадывала в этом году на Новый год, именно съездить зимой на зимние Ленские столбы. Я ни разу там не была зимой. Да ладно, прям на Новый год желание загадывала? Которые есть же 12 желаний загадываешь. И вот там я загадала, да. Именно на зимние Ленские столбы. А из этих 12 желаний еще что-нибудь исполнилось? Или это...
Пока еще нет, но обычно у меня все вот эти вот, которые втаскиваешь, же 3 желания, они исполняются у меня. Ну, то есть вот это вот сейчас одно из... Да, моих желаний. Ну, Да? это первое, да, воплощение? Да-да-да. Одно из 3. Ну, одно из 12, да. Ну, круто. Я очень рад, Спасибо. что являюсь участником исполнения твоего желания. Да, я тоже очень рада. Ленские столбы, ждите нас. Ну что, вот мы доехали до села Бугуньяхтах и собираемся сейчас остановиться на первой нашей дислокации, на первой локации. Это как правильно называется? Оготага, или в переводе камень дитя. Камень дитя. Слушай, ну очень интересно, а это за Бугуньяхтахом? Или... Да-да-да, за Бугуньяхтах. Ну то есть мы проезжаем поселок и останавливаемся... Мы его никак не пропустим. Ага. Ну все, замечательно. Ну ты покажешь. Да. Все хорошо, замечательно. Ну вот мы собираемся останавливаться на первой нашей локации, и Саня нам расскажет несколько легенд, ну или одну из них хотя бы. Да, одну из них я точно расскажу. Вот мы подъезжаем к тому самому знаменитому месту, где стоит камень, как Оготага, по-якутски называется Оготага. Ну сейчас вот пойдем почитаем, посмотрим и послушаем легенду, да, вообще в чем суть именно этого камня. Что-то у нас Смотрите. сегодня аншлаг какой-то. Ну да, что-то народу много, да? Да. Походу все хотят. Все хотят иметь детей. Да. Всем здравствуйте. Саш, ну что, рассказывай, что у нас тут? Ну вот, камень дитя, он был привезен в 1028 году прошлого века. Вот, Николаем Ипполитовичем Худовым. Есть легенда о том, что если его погладить этот камень, да, у тебя потом родится ребенок. Вот. Ну, сюда приезжают люди, у которых нет детей. Вот. Ну, когда едут в сторону Ленских столбов, они обязательно здесь останавливаются, гладят камень. Вот. А еще бывали китайцы, которые приезжали в Якутию, чтобы смотреть северное сияние. Вот. У них же, у китайцев есть легенда тоже, как сказать так помягче, делать ребенка под северное сияние. И тогда у них их ребенок будет успешным. Вот. И заодно они тоже вот, чтобы у них как бы 100% получилось, они гладят камень. А чтобы детей попросить, нужно просто погладить, да? Погладить, закрыть глаза, загадать Закрыть желание. глаза, загадать желание. Я хочу себе мальчика и девочку. Ну, у нас обычно это Молча, да? говорят Про молча. себя. Вот. Ну ладно. Это немного не по-нашенски. Давайте, по ладушке. Я вот на 3 части разделю. Оп, положим. Оп. Ну и загадаем желание. Хорошо. Вот. Ну, круто. Кстати, вот изображение самого этого человека, Николая Ипполитовича, это был съезд якутов. В то время называли инородцами, да? Вот он сидит сам. Ну вот, в общем говоря, наша первая локация, это был Оготага, камень дитя, камень ребенка, если в дословном переводе. Я даже загадал желание, и надеюсь, оно сбудется. В общем, поехали дальше. У нас еще впереди очень много остановок на достопримечательностях Хангаласского улуса по дороге на Ленские столбы. Так, ну вот мы выехали из первой локации Оготага, да? И дальше направляемся в сторону Ленских столбов. Саня, о чем мы там, где там будем останавливаться еще? Будем останавливаться на наскальных рисунках, на Иландских столбах. Потом еще остановимся. Это эксклюзив
то, что мы не ворвемся. Мы придем в гости к Алгышиту, знаменитому Алгышиту. Вот. Еще, кстати, мы сейчас подъезжаем к селу Улахан-Ан. Это родина знаменитого певца Аиола, да? Аиола, да, Александра Самсонова. Вот. Сюда заедем в кафешку. Здесь, когда останавливались, да, на первой нашей вакации, ребята из агентства развития туризма сказали, что у них идет пресс-тур, и они обязательно должны остановиться на кафешке, которая расположена вот именно в Улаханане. Мы тоже заедем, посмотрим. Сань, ты здесь был? Да. Я тоже была. Анечка тоже была, да? Да, тоже была. Ну, это не кафешка, скорее столовая, наверное. Вот, кстати, вот же название. Столовая Артек. Называется столовая Артек. Сейчас зайдем, посмотрим, что там, как там. Может, что-нибудь перекусим. Или возьмем с собой. С собой посмотрим. Много народу, да? Only cash. Такая классная кафешка, очень много народу. Ну, мы взяли наши пирожочки, вот такие, и поедем, будем есть по дороге. Мы же еще собираемся заехать к Анне Семеновне. К Анне Семеновне заедем. Анна Семеновна — это человек, который осуществляет обряд Алгыс. Очень интересный момент будет, потому что мы будем останавливаться именно не на самих ленских столбах проводить обряд, а заедем прямо к ней домой. Сань, слушай, ну вот мы подъезжаем сейчас, да, вот к первым петроглифам, к аркам этим вот после Иванки. Там такой же снег будет, да, то есть там нужно же будет от дороги пройти метров 100-200 до самих скал, чтобы это дело посмотреть. И там также вот снег по колено или там протоптанные дорожки? Да. Ну, сейчас очень много уже протоптанных дорожек. Вот в начале, когда сезон открывался, мы сами, получается, вот уже ходили по снегу. Ну, сейчас все спокойно уже. Сейчас все протоптано, так что никаких проблем не будет. То есть нам не надо одевать там обувь. Я, допустим, еду сейчас в кроссовках. Надо ли, нужно ли одеть какую-то обувь? Кроссовки, то, что ты надел, это немножко неправильно. Это опрометчиво, да? Да, опрометчиво. Ребята, а вы там как? Одежда у вас нормальная? Нам нужно там переодеваться? Аин, Ром? Да нет, у меня все хорошо. Я подобрал соответствующую обувь под наши задачи. Тут не видно, правда, но я думаю, что в них туда снег не попадет. Ну и все, у меня одет тепло, так что не отлично. Это уже делается очень тепло в наркофронтах. Круто. Ну, значит, я только один буду переодеваться, но у меня там на самом деле с собой есть определенная обувь. Ну вот, в общем говоря, тормознули на арке Жваней. Тут заметено немного, будем обуваться, вернее, я буду обуваться. Ребята-то все подготовленные, сразу заранее оделись. А я обувь буду сейчас переодевать. Там целая история. Полез в багажник, в общем. Так, ну я начну сейчас переодеваться. У меня кроссовки. Кроссовки я одел, потому что было удобно эксплуатировать транспортное средство именно в кроссовках. И сейчас я буду одевать более теплую обувь и более высокую. Так, она у меня с собой. Как видите, тут бардак. Но... вот. Даже не пришлось далеко копаться. В общем говоря, у меня вот такие. Называется «Прощай, молодость» в простонародье. Ну вот, в общем говоря, такие прощайки, «Прощай, молодость». Они легко открываются, легко одеваются. Раз. Оп. И раз.
Но я думаю, мне в них будет тепло и комфортно. Далее я продолжу также дорогу. Ну, мы уже почти на Ленских столбах. Кроссовки, наверное, положу в багажник. Потом на обратной дороге переоденусь. Поразительные скавы, да, это вот первая арка. Так, ну и далее мы идем вон к той арке Живаний. Подъем здесь такой своеобразный. Тропинка-то вроде есть, но все равно опасненько. Но можно все-таки подняться. Довольно-таки непростой подъем. Есть вроде как тропинка, но она скользкая. Опа! Видите, надо быть осторожным, в общем говоря, когда поднимаешься. Не совсем легок путь к заветному желанию. Но ничего страшного, мы добрались и сейчас будем загадывать свое заветное искреннее желание, которое обязательно исполнится. Ну вот мы уже внутри добрались до конечной точки. Ну, на пике, да, уже стоим. Здесь вот есть камень, где все, видимо, оставляют оладушки. Кто что, конечно, но... В общем говоря, здесь можно загадать желание. У нас есть... Подготовились, да? Да, 3 оладушка. Сейчас будем загадывать желание. Самое сокровенное. Да. Ну что, загадала желание? Загадала. Сейчас сбудется, уверена. Обязательно, да? Замечательно. Все, поехали дальше. Поехали. Побывали на арке желаний. Ну, на самом деле круто, да, в плане того, что я даже успел скатиться немножко, ну, покататься. Но все-таки вот немного критики, да, в плане того, что все-таки дорожку могли бы сделать получше. В плане то ли туроператоры, то ли сами нацпарк Ленские столбы. Не-не-не, это не в юрисдикции национального парка. Это территория муниципальных образований. Но при этом турпоток огромный. Да. Хангаласский улус именно славится тем, что это является воротами в Якутию, да? Ну, и, грубо говоря, подниматься на арку желания, чтобы загадать желание и там где-то упасть, это, ну, как бы не совсем, скажем так, хорошо. И если, допустим, пожилые люди, как они, интересно, поднимаются? Такая, в общем говоря, история. Ну а впереди у нас петроглифы. Да, петроглифы. Вот устье речки Китамя. Сейчас видно, не видно. Вот. И вот здесь вот есть небольшая пещера. И за ней сразу чуть правее будет доскальная надпись. Тут еще у нас, получается, небольшой заезд сделали, да, парковку. Тут, получается... Ну это вот я как раз... Трактор с отвалом, да. Ты только что... их хаял. Видишь, вот еще тропинки есть, вот видите, несколько пещер. И вот здесь вот мы сейчас увидим вот эту вот наскальную надпись. То есть здесь тормозим, да? Да, вот здесь вот. Вот небольшая парковочка. Нет. Такой, ну, такая себе парковка, в общем говоря. Но, в принципе, здесь есть, по крайней мере, тропинка, уже расчищенная. Сейчас пойдем по ней. Которая замела обратно. Тут ветра меньше намного, да? Теплее? Да, тут вообще тепло уже. Наверное, заметно. Это В просто... тех кадрах мы уже, у нас лица красные, и мы еще были в капюшонах. Да. Слушай, ну надписи, они, это
Это же именно петроглифы, да? Ну, то есть это именно старые, ну, то есть, как это сказать? это ну, древние, да? Это да. наскальные надписи именно Да. древнего человека. Да, древних людей, которые жили здесь. Вот. И Круто, сейчас мы сейчас видим. посмотрим, Кстати, тут окунемся в историю, в древний мир. Очень интересно на самом деле. Тут вот турпоток большой, да, людей очень много. Но вот в прошлом месяце, когда, ну ровно месяц назад, когда вот здесь были, Ага. здесь были лисички на следы. Лопату зачем-то оставили. Ой, ой-ой. О, я себя ощущаю этим Спелеологом? спелеологом, да. Да. Такие интересные пещеры. Главное, все это естественным путем, да, сделано. А это не упадет на нас? Нет, нет, А, тут не упадет. Ну, несколько миллионов лет простояло. И еще постоит. опасненько как-то выглядит. Да. Ну вот, самое самое грустное то, что вот вандалы, молодежь портит вот это вот. Молодежь, не портите. Да. Это же наше наследие. Так, ну а что с этими, с надписями? Да. Где у нас надписи? Дальше пошли к надписям. Пойдем. Здесь обычно люди греются от ветра, прячутся. А тут, кстати, действительно, прямо согреваешься. Я вот, смотрите, в легкой куртке. Если там было морозно, то сейчас как-то это... Здесь теплее, нет ветра. Кайфово. Саш, далеко? Нет, мы уже здесь почти. Почти на месте. А, тут такой подъем, да? Да, тут такой подъемчик. Вот. И отсюда можно уже развидеть. Вот она. А, Видишь? красным цветом, да, нарисовано? Да, человечек. Очень интересно. Что, Как пойдем, вы- поднимемся, подойдем поближе? Да. Вот. Надо подняться поближе. Тут будет скользко. Опа. А тут-то как? Опа. Вот как я уже говорил, очень проблематично подниматься до исторических мест. Так, ну и что у нас тут? Что ты видишь? О, так, это человечек поднял руки, то есть он поднял вот таким вот образом свои руки вверх, и сверху почему-то у него 3 кружка и ну знаете, это похоже очень на то, что видит человек, то есть с этого ракурса человек смотрит на тот берег, кружки над человеком это очень похоже на 3 острова, которые впереди стоят. А сзади вот полоски это очень похоже на то, что лес растет на той стороне. То есть 9 полосок. в горах, да, растет лес. Но это с точки зрения, если рассмотреть, первобытный человек рисовал то, что видел. А ты попробуй повторить, в каком движении он? Как изображен человек? Так же? А там же у него нога еще приподнятая. А, он еще так делает? Да, нога у него приподнята. А, ну значит он танцует, может быть, на одной ноге. Да, может быть, это танцующий человек. Ну, в общем говоря, мы можем только предполагать. Да и нужно вообще обратиться к специалистам, М, к археологам, историкам. Ну, может быть, где-нибудь посмотрим, в журналах почитаем или узнаем у местного населения. Да. Но я так в любом случае думаю, в целом, то, что кто его знает, что там первобытный человек рисовал и что он там видел. Так что мы можем только предполагать. Да. Ну что, поехали?
поменялись рулем. Устали, да? Да, я что-то подустал. Проехали 150, да, где-то километров? 160. 160. Вот, 160 километров проехали. Я уже устал. Я вообще сам не очень люблю водить машины, если честно. Ну, сейчас проедем в село Китары. Вот уже виднеется. Да. А потом после нее село Тумул. Заедем к Анне Семеновне. Там с ней поговорим, пообщаемся. И потом сразу поедем до участка Батамай. Там живут классные люди, работают. И уже напротив, через реку, там, в 3 километрах от нее уже стоит. Для, как сказать, для незнакомого человека, мы обычно знающие люди, все говорят лабудя, а для человека, который не знает это, уже, как сказать, сами Ленские столбы, смотровая на Ленских столбах. А Лабуджа это местность самих Ленских столбов. Вот непосредственно где стоянка. Там речка впадает в Лену. Ага. Вот, на этой территории речка называется Лабуджа. Ну или в русской интерпретации Лабыя говорят. То есть это одноименное название местности по названию реки. Да, речки. Она такая маленькая, она еще пересыхает. Ну, очень интересно. Да, там еще, кстати, тоже у национального парка есть тропы, экотропы, которые поднимаются вдоль этой речки, наверх поднимаются. Там еще, когда я там практику проходил, мимо проезжала экспедиция от РГО, Русского географического общества. Вот, и они там поднялись, искали всякие костяшки, нашли. А, кстати, Русское географическое общество же здесь постоянно, да? Да, очень мероприятия. Да, экспедиции осуществляют, да? Да, очень, они очень активные, молодцы. Лошадочки, смотри, беременная еще. Кобылка. Беременная. Как ты понял, что она беременна? Вот сзади. Посмотри на нее. Которая в центре, да? Да? Да. О, реально беременная. Так сильно. Ты, может, переела? А чем она может переесть? Травка? Она погладила кота. Мы заехали в село Тумул. И тут вот очень хорошо, что мы вот именно с Аней вчера позвонили. Он, оказывается, знает Августщита, бессменного, постоянного, да, Августщита Ленских столбов. И Анна Семеновна. Да, Анна Семеновна. И вот она нас позвала на обед к себе домой. Есть доля волнения даже. Да. Вот человек все-таки... Человек очень уважаемый. И связанный с сакральным миром духов. И немножко есть внутренний трепет и волнение. Но, тем не менее, мы очень рады сюда приехать и находимся в предвкушении. Я, по крайней мере, нахожусь в предвкушении непосредственно вот так вот вблизи встретить такую легендарную личность и пообщаться, может быть, даже пройти обряд Алгаса, если повезет. Заходим к Анне Семеновне, находимся прямо в предвкушении. Сейчас будем обедать и приобщаться к культуре, к якутской национальной культуре. Здравствуйте. Здравствуйте. Беги bu маннаңы бәбит төрәбит дойдубут бәбит сирбит. Эти тоғын алтахаллақтан ағабыт. Эти өлөнө столбаларыгар алгыстан сағаларда. Амбастан эти улақан оғыларын гытта. Өлөнө столбаларыгар эти алгыстыр хеде. Бәті кірігіна оңырын. Бес алты бар қоты күрсіні таралар еті. Онтон 2-17 халлаққа әміске олықтың турабыта. Өлсен, оның өлөнді меген алгыстырын дейбіті. Жек әрген біле традиция күрдік болла. Ағабытын өйен күрік орқот келден керен алгыстырын. Атак бе ағабыт мен кәнні расылдан тебістәңе алгыстағар. Ол еген біле тергелді онына керен мен
Кайдары эти махаллан калар курдук. А, Барта кини этерин кини кайыра төбөбөр кирбитин саңара нехебе. Ол үйеттен көмөлөр. үйәттен көмөлөр аха. А, Ол ен аттан билетер келде баран алгыстыбын. Дойдутун тугун бәйте төһөдөллөр улаклардын арылды, араңатчылды. Оголорун эмен нурсы тохту хилдерет. Антон Максимов Виктор Викторович үрүң айыгыт. Аха, үрүң айы. Кини ол тоңун алттагыттан. Тоғын алтан алгыстарда. Оттака урут батмайгылар путити утары туры дереннага. Утары деренне болла. Ол инне билетер келде 2 жыл өлдү бутта биле антыкабыт акасы өстө биле этте тиген боллар эби. Ол кенниттен биле жары итетене колумна. Бу карын сиппете лак тепсен бараллар ди. Тиген ол бета оңорон оголорунан чөбат оңорон бе салта бар көткөлдөрө толса. Ол хана эрке хер болгон тур боары тур уже бу уже Парка болла лигеттен. все парка болик. Парка болла лигетте. Парка болла лигина токтарта атак 95 сылтан парка арылдыбыта онно кене алгысытна килбитаппа. Бен тирек кесаты. Өстө ол инне алгыстабыта тикини. Парка хагалланын инне. Ол хаддеттен ге. Ачана кени билген хелгстыргытер эме Табистаңна мин гитта хиҗҗәһәдә. Дой тутор баттым даганы билетер келде. Туу гынар бен кайтак гынар бен. Локтур. нахачет. Атак алгыстен тукалла. Итчилерге сүгүрүю бен итегалин. Багаханатын токтаңын билетер келде уккун ахатан кеһәңнен. Жолу сарпыны көттәһәм. Алгысчыларга самай улакан алгысчыт үрүң айыген болла. Амбастан алгыс сакланарга биле үрүң айыга айыны эңран үрүң айылар уже онны сүгүриен оппун оттон миннен мен кимне эңрабын. Үт мас бейлер үкер куястыннар. Үт күл олбокто үрүң айы тойон беттек көрөн митиккен. Алоту митчите, Аллаха дебит араңатчита. Бүдже бүтік, қороконнық, түйінімі аныққан қатан темерие тойын әхекке. Сүйектер бәйім сүгіріен, қалжықтар бәйім қанқиян. Айығыт сылынан, алоту митчитин, арыла қалажынан аяқ тұтан күнділәтәғім болуқтын. Үйөркөт ничек аллай. Келби тыржыттарга, жоңор сергегер, жолу соргуну тоской. Өрі яллақпатын, тумунну, ағыз айып пытаргыз тастын, сетте ейек сиппет әңердестін. Доум. Жоллақ қаргылақ бұл, дарубай бұл. Virgina, bölge süre sonra körgötün, sanabı sanaların hatanınlar, ilmiki solların aralınlar, gönül sergen etenle böldüm, sanabı satanlar. Bölge sürükten bugün hüyükte yokta elanlar, sıllağı sürükün, sıllağı sanağın, Sözler, sözlüklerinin rastlardan bölüm. Следик растанут, когда вевен ри юхатах кифр бухун когда. Чепчан хаган. Ленский события имеет гербитин хатаргана. Ну, оно хайдах
біле не бата дай біле именно Алажығытын урағыт, нечетный урағыт. Четный урбаккет. нечетный. Нечетный. Ага. Bir штука, үс, бес, сетте бұл. Қолыбары бір алажыны мұны кіртейін тұтпақсет, қолыбары. Ага. Быстағы соттоғыз бер болбақ болла. Сылайды мұны қылым чебаты урын жағағыт. Күнер кейден. Ой, биде. Күнер гирин ура. Күнер кейден ұра. Мәні мұна қылым біран жастатты. Үші бәйтік бәң санағын саны ханерін әңгін ұра тұтады. Үші бәйтік сыдынан, бөлді сирігі сындынан, күйіс күтер, күйіс ұлан барын. Ну чё, прямо такое ощущение, да? Легкости, наверное, или как? Легкости, парения, такого какого-то... Ну, есть ощущение, что реально очистились. Прошел обряд Алгыс, прям супер, мне очень понравилось. Ну да, круто. Я еще, знаешь, что заметил? Когда вот только она разожгла, да? Ну, вот, огонь, да, получается, печку, начала кормить, там прямо начало что-то шуметь. Ну, то есть не просто печка начала шуметь, еще и в потолке. Ну, может быть, это, конечно, законы физики, но мне почему-то кажется, что все-таки вот как Анна Семеновна сказала, что ее муж, Виктор Викторович Максимов, все-таки пришел и вот именно в данный момент помог провести этот обряд Алгыс. Ну, почему-то мне так кажется. Был рядом с нами, да. И то, что она вот про колокольчики тоже рассказывала, мне вот эффект такой был, как будто бы прям изнутри очищение колокольчиками. Ну да. По телу прошел сам звук колокольчиков. Ну, интересно, в общем, да? Очень классно. Ладно, поедем, наверное. Саня сейчас подойдет уже. Ну вот мы сейчас едем на сами Ленские столбы. Сейчас говорят именно то, что лестница сама закрыта. Ну, подъемная лестница именно закрыта. Но вот у нас Саня, в принципе, имеет своих друзей и знакомых, да, там, которые работают. И, возможно, нас все-таки прокатят на буране. И мы, может быть, хотя бы немножко поднимемся на вершину. Да, то есть, ну, может быть, не на сами столбы, но, по крайней мере, осуществим дикий подъем, да? Как дикий кемпинг, дикий подъем. Ну, попробуем. Ну вот мы доехали на Буране на 3 километра вниз по течению реки Лена. И сейчас собираемся подниматься по дикой тропе. Ну как по дикой тропе? По целине. Подниматься вверх до арки. Ну подъем очень крутой. Снега по колено прямо. Подниматься действительно очень сложно. Вот у нас наша участница не смогла наверх подняться и решила все-таки остаться внизу на Буране, дождаться нас. Да, я не смогу подняться. Я подняла совсем чуть-чуть. И смотрите, очень-очень скользко. Ладно здесь. Короче, я сознательно решила остаться. Давай, мы за тебя там оставим оладушки, покормим землю, загадаем желание. Все, классного подъема. 7 оладушек вокруг. Удачи, жду внизу. Все окей. Ну а у нас вот путь лежит вот такой. И вон туда. Там парни уже наверх поднялись. Пойду догонять их. Если слишком горячо, можете добавить снега.
Чай с молоком, чтобы при подъеме не было обезвоживания и мышцы не сводило. Привет. Райское наслаждение. Он и так остывший. Да, остывший. Ну, Якутского салюта не получится. тут жарко. Я вот одел специально, чтобы не замерзнуть. Куртку, да, потеплее. Но начинаю, прям вспотел я уже. Ну, как-нибудь потерпим. Сань, что говоришь, пришли к подъему? Да, вот арка тут будет вот так вот. Ага. Уже почти пришли, да? Да. Ну, замечательно, замечательно. Идем, значит, дальше. Ну вот, в общем говоря, поднимаемся. Я тут прилег отдохнуть. И ко мне пришел друг, видимо, с базы. Как легко животным, смотри. А, даже животные там затрудняются. Скользит, смотри. Ну, по дороге к арке попросили нашего оператора молодого проверить. Может, там оттуда тоже видеть неплохо. Да, ну а мы сами попьем чай, посидим, отдохнем. Так вот у нас работают инструктора, проводники. Ну, в шутку, конечно говоря. Ну, ты сам же предложил чай попьем, чай попьем. Да, ну да, ну, Ну да, чай-то попьем. да. А Ромка молодой пусть. Он там застрял что-то. Ты застрял там или что? Нет, я... Тут подняться невозможно. Невозможное возможно. Испытано на себе. Хорошо в тайге, в горах. Еще и на ленских столбах посидеть так. Попить чайку. Решили поднять дрон и посмотреть нашу дорогу вверх. Очень, кстати, удобная штука, оказывается. Сначала, конечно, отправили Ромку, да, пешочком подняться, но у него что-то не получилось. И решили поднять дрон. Да. Что, ты арку видишь? Да. Мы не дошли? Да, она слева тут. Просто снег глубокий, да? А так-то можно идти. Вон там виднеется просвет какой-то. Ну что, начался крутой подъем. Приходится чуть ли не ползком подниматься наверх. Проваливаешься под снег. Забирает немного сил этот момент. Но потихонечку идем вверх. Приходится вот буквально проваливаясь по снегу на корячках. Опа, чуть не упал. Или провалился. На корячках подниматься. Довольно такое тяжелое себе занятие. Опа. Причем иногда бывает дергаешь и так вот за палочку взяться, а она выходит и приходится заново карабкаться. Ну ничего, идем. Вот, кстати, я нашел себе палочку, можно использовать как тросточку. Фу. Друзья, мы сделали это. Мы поднялись до арки.
И сейчас будем любоваться классными видами. Тяжелый был подъем, но мы справились. Очень жарко. Если заниматься такими подъемами, надо было все-таки одеть полегче курточку. Но береженого Бог бережет. Да и жар костей не ломит. Ну пойдем посмотрим арку. Виды сверху Ленских столбов. Ну что, вот мы поднялись на арку. Будем сейчас кормить духов. Положим 7 оладушек. Так. По кругу. Спасибо, что Ленские столбы нас так встретили хорошо. Очень хороший подъем был, плодотворный. Вот так, в общем говоря, покормили духов и идем вниз уже на спуск. Опа! Руку протер. Вот таким вот путем где-то скатываемся, где-то идем пешочком. Пойдем дальше. Ну вот, спустились вниз, крутяк. Дальше едем на Ленские столбы. Будем кушать. Ну а что, это же выход, по сути своей. Быстрый выход. Просто газовая горелка, затопили печку, ну, то есть зарядили дровами, да, и просто растапливаем газовой горелкой. Быстро, удобно, главное эффективно. Ну вот мы зашли, в общем говоря, в домик. На Ленских столбах есть гостевые домики, которые можно взять в аренду. И вот мы в одном из этих домов, сзади инспекторского дома. Это уже, получается, перед подъемом наверх. Затоварились в доме. Будем готовить нашу вкусненькую рыбку. Перед этим затопили печку. И начнем готовить. Рыбка у нас омуль.
заранее... Я его разморозил, да, заранее, получается. И привезли с собой. Сейчас мы ее на мангале быстренько приходуем. Разделаем ее только. Так, вскрываем. Голова нам не нужна. Ну, потому что будем на решетке готовить. Тупо туалетной бумагой. Берем, убираем внутренность. Оп, это все выбрасываем. Берем столовую ложку и убираем кофе. Скидываем на доску и быстренько ее с доски. Располосовали нашу рыбку, убираем хребет. Вместе с хвостом хребет убираем. Так, ну и далее, что мы делаем? Далее мы должны рыбку немножко посолить. Рыбу солим с двух сторон. Сперва переворачиваем. Соль можно не жалеть, особенно со стороны шкуры. Потому что, ну как, со стороны чешуи, то есть, вернее. Можно немножко посыпать, перетереть. Переворачиваем. Здесь уже потихоньку. Так, чтобы вкус рыбы сохранился, просто слегка посыпать соли. Опа. Лук. Лучок обязательно. Ложим лучок. Потом, когда будем жарить, мы этот лук убираем. Но сейчас, чтобы немножко замариновалась рыба у нас, пока мы будем ставить мангал, лука побольше положим. Ну вот у нас уже готовая зелень имеется здесь. Это мы заранее порезали также. Укроп, петрушка и зеленый лук. Мы вот прямо обильно берем. Вот так вот. Подсыпаем. И вот таким вот образом, оп, закрываем рыбу. Рыбу закрыли, она стоит буквально минут 15-20. Мы за это время как раз будем готовить нашу мангальную зону. Что, начнем собирать мангал? В общем говоря, вот такой вот у нас мангал. Он еще очень такой своеобразный. Это вообще грильница. Но мы его будем использовать сегодня как мангальчик. Оп. Ну все, мангал наш готов. Выходим на улицу, разжигаем. Поставили мангал, ну его затопили. Саня сейчас смотрит за ним. А пока нам еще предстоит дорога длинная. И мне вот как водителю необходимо выпить кофейку, чтобы взбодриться. Ну и ставим нашу гейзерную кофеварку на печку. Дальше мы пойдем смотреть за нашим
мангалом, а Инна здесь останется ответственная за кофе. Так, ну что, у нас мангал готов? Угли готовы, вернее. Будем ложить рыбу. Так, рыбу раскрываем. Вот эту часть всю убираем. Убираем, потому что если эта штука пригорит, потом будет очень невкусно. Угу. Оп. Ну все, пошли жарить. Положим ее сперва вот так. Угу. Буквально 5 минут, 5-7 минут, и рыба будет готова. Ну, то есть имеется в виду, с каждой стороны мы сейчас прожарим рыбку. С этой стороны, с той стороны, и все готово будет. Ну что, рыбка готова? Первая проба. Сочненько. Сочненько. Лучок и петушка тоже есть. Круто. Ну что, кушаем быстренько. Доедем домой. Испытано на себе.